Чуть ли не вся Казань следила вечером за погоней стражи порядка за каршеринговым «Фольксвагеном Поло». Видео и фотографии моментально появились в социальных сетях. При попытке сотрудников патрульно-постовой службы проверить водителя арендованного автомобиля, он нажал на газ и в течение 1,5 десятков минут пытался оторваться от них, петляя по Новосавиновскому и авиастроительному районам. При этом один патрульный автомобиль опрокинулся, другой столкнулся с проезжающей мимо иномаркой. Подвело мужчину незнание местности. Он заехал в тупик, после чего и был задержан. Видео погони стражей порядка за иномаркой очевидцы практически в прямом эфире выкладывали в социальные сети. На каше насвай. Водителя «Фольксвагена» во дворе одного из домов на проспекте Амирханова авторынка заметили сотрудники патрульно-постовой службы. Его поведение им показалось странным, и полицейские решили проверить мужчину. Но он нажал на газ и постарался скрыться. Сделав несколько кругов по Новосавиновскому району, каршеринг уехал в авиастроительный. На улице Максимова во время погони опрокинулся патрульный УАЗ. Он перевернулся, он в кого-то... Или это, подожди, полицейские перевернули, что ли? Ох, ему хана, походу, будет. Вот это да! Во время опрокидывания травмы получил сотрудник полиции. Его госпитализировали с травмой руки. На Айдарова, опять же преследуя «Фольксваген», в аварию попал другой полицейский автомобиль. Он столкнулся с выехавшим на дорогу «Шевроле». Вскоре водителя каршеринга задержали. Его подвело незнание местности. На улице Чапаева он заехал в тупик. Дальше дороги не было. Автоинспекторы зажали со всех сторон. Такого местные жители увидеть не ожидали. Смотрю, кто без помощи моргает. И выскочу смотреть. Да, тут такое кино. Быстро выяснилось, мужчине 32 года. Водитель практически идеальный, прав не лишался, нет даже штрафов. Рассказал сам из Астрахани, в Казани живет год. Работает сварщиком, но хотел уже возвращаться домой. При досмотре личных вещей мужчины в кармане его куртки автоинспекторы нашли пузырек с таблетками и свертки с неизвестными препаратами. Что это такое? А? От чего? А что это за таблетка? Витамины? В общей сложности у мужчины нашли 24 свертка с неизвестным препаратом. Сам же он уверял, что ничего противозаконного при нем нет. Что за витамины, пояснить не можете, да? А вот это что? Что? Тоже не знаете? Чуть позже мужчина рассказал, препараты купил в одном известном интернет-магазине. Так много, потому что хотел отвезти домой в Астрахань и там, возможно, продать. И сожалел, что пытался скрыться. Тест на наличие алкоголя мужчина прошел смело. Алкотестер показал, что перед поездкой водитель не пил, но сомнения в его состоянии у сотрудников ГИБДД оставались. У нас есть наличие оснований полагать, что вы находитесь в состоянии опьянения какого. Мы хотим установить это в Республиканском наркотическом центре. В больницу согласны проехать? Отказываетесь? Все подозрительные вещества, изъятые у мужчины, отправили на экспертизу. Исследование подтвердило, в момент задержания он говорил правду. Согласно результатам исследования, обнаруженные вещества являются БАДами. В отношении нарушителя составлены административные материалы. Теперь мужчине придется ответить за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, употребление наркотических средств без назначения врача, нарушение множества правил дорожного движения, лишиться прав за отказ от медицинского освидетельствования, а также заплатить за нарушение договора использования арендованного автомобиля. Штрафы могут достигать нескольких сотен тысяч рублей. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, вызов 112.